Я здесь, чтобы сказать вам кое-что очень важное. Бог послал меня сказать вам, что сегодня вечером с вами произойдет нечто чудесное и необъяснимое. Уже через час в вашей жизни начнут появляться знаки, поэтому важно быть внимательными, чтобы не пропустить ни минуты этого видео. В конце концов, Бог хочет поговорить с вами и побудить вас сделать это. Пожалуйста, не игнорируйте то, что Бог написал для вас, чтобы потом не сожалеть об этом. Это замечательно и чудесно. Бог хочет дать вам благословение, в котором вы нуждаетесь прямо сейчас. Поэтому необходимо слушать внимательно до конца. Когда придет благодать, никому не показывай ее. Помните, что наш Господь действует в молчании, поэтому храните это в тайне, и я молюсь вместе с вами, пока вам не откроются все скрытые благословения. Важно сразу же заметить, когда вы слышите слово «получить» или слово, обращенное к вам. Я верю, что доброта является частью вашей жизни. Брат, сестра, найдите минутку и позвольте мне поделиться с вами чем-то глубоким. Сегодня был необычный день. Это день трансформации, полный потенциала и божественных возможностей, которые ждут своего появления в вашей жизни. Когда сегодня утром зашло солнце, оно не только принесло вам свет, но и принесло вам особое послание с небес. Бог направляет Вселенную в вашу пользу и готовит путь для чудес, которые вы еще не можете увидеть. Божьи инструменты действуют сейчас в зависимости от обстоятельств, касаясь сердец и открывая двери, которые раньше были закрыты. Каждый ваш шаг сегодня имеет небесное значение. Бог призывает вас выйти за рамки обыденного и осознать, что каждая мелочь вашей повседневной жизни наполнена сверхъестественным потенциалом. Иногда в суете повседневной жизни мы можем потеряться среди страхов и проблем, которые стоят на нашем пути. Я знаю, что проблемы могут беспокоить вас, а заботы могут занимать ваш разум, но я хочу напомнить вам одну важную вещь. Вы не одиноки в этом путешествии. Бог с тобой, защищает тебя, направляет тебя и дает силы даже в самые трудные минуты. Примите это благословение. Они хотят побудить нас взглянуть в лицо нашим, казалось бы, непреодолимым страхом. Помните слова Иисуса в Евангелии от Матфея 6 часов 34 минуты: «Не беспокойтесь о завтрашнем дне, ибо завтра принесет свои заботы». Это приглашение сосредоточиться на настоящем, приглашение жить каждый день с верой, что Бог заботится о вас. И всякое беспокойство ничтожно по сравнению с силой нашего Бога. Когда Иисус сказал «каждый день плох», Он подчеркивал, что каждый день приносит свои трудности и испытания, и что мы должны сосредоточить свою энергию и внимание на решение проблем по мере их возникновения, а не переживать из-за них. Ответственность за будущее. Слово «зло» здесь означает не само по себе плохое или плохое, а скорее естественную проблему или вызов, возникающий в повседневной жизни. Это так легко, когда волны обстоятельств пытаются нас захлестнуть. Но я хочу, чтобы вы знали, у Бога есть все, что вам нужно, чтобы выдержать любую бурю. Послание к Ефесянам 6 часов 10 минут призывает нас укрепляться Господом и Его силой. Ты добьешься этого не своими силами, а силой, которую дает тебе Бог. Это дает вам полную духовную броню, чтобы противостоять жизненным трудностям. Если вы верите в это, обратите внимание, Бог
моя сила посреди бури. Я хочу, чтобы вы воспринимали каждое испытание как возможность для мощного действия Божьей руки. Дорогой, сын, в ближайшие дни тебя ждут счастливые моменты. Обратите внимание, какие у меня стандарты. Если вы заняты на работе, наслаждайтесь неторопливой поездкой или делитесь моментами дома. Я благословляю вас в вашей работе, проектах и во всем, что вы делаете на этой неделе. Ваша семья под моей опекой. Относись ко мне с любовью, проявляй любовь и делись моим словом. Даже если вы столкнетесь с сопротивлением в своей вере, помните о своих многочисленных обязанностях, но сохраняйте свою веру живой в мою волю благословить вас. Я, Господь, помогаю тебе. Никакой враг или ошибка не смогут отнять у меня благословение с истинного и истинного пути. Однако я хочу, чтобы вы научились терпению ценить, дорожить, делиться и мудро распоряжаться всеми чудесами, которые встречаются на вашем пути. Тем, кто любит и верит в меня, победы и надежды, но тех, кто нетерпелив и слишком быстро сдается, ждут только волнения и разочарования. Они не могут ускорить рост семени и в спешке впадают в депрессию. Враг подобен рыкающему льву, стремящемуся уничтожить сомневающихся во мне. Но вы, кто любит меня и верит в меня, вспомните меня на этой неделе. Просыпаясь утром, ты слышишь мои слова даже в темноте раньше, чем чувствуешь мое присутствие. Следуйте моим учениям, и вы приобретите терпение, необходимое для лучшего понимания своей семьи. Относитесь к своим детям лучше, чтобы они не обременяли вас, когда они встречаются с миром. Измените свою точку зрения. Вместо того, чтобы жить в страхе, оставьте эти страхи мне и двигайтесь вперед с моими благословениями. Всегда помни о моей любви к тебе и не бойся, потому что ты занимаешь для меня особое место. Почему не имеет значения, отвергают ли вас люди, даже если вы относитесь к ним вежливо и уважительно? Некоторые неблагодарные люди могут отреагировать с презрением. Итак, сегодня я укреплю ваш разум, тело и дух, чтобы вас не охватила депрессия или болезнь. Вам нужна добрая, святая, совершенная, вечная и истинная любовь, и это любовь, которую я даю вам. Те, кто причинил вам боль, могут дать вам любовь, но они всегда хотят чего-то взамен. Если вы не подчинитесь, вы пострадаете еще больше. Сегодня я освобожу тебя от этого рабства. Вы больше не зависите ни от кого в этом мире. Вам больше не нужны слова лести, чтобы почувствовать себя лучше, и когда дни проходят без общения, вы больше не боитесь, что к вам обратятся, о чем-то спросят или обвинят их в своих проблемах. Я освобожу вас от рабства несправедливости, в которое вы попали из-за вашего доверия многим другим. Ваш враг примет облик ангела света, чтобы украсть ваш, но я не ищу ваших денег или имущества, чтобы удивить меня. Я хочу, чтобы ты прожил жизнь, свободную от печали и презрения. Ты живешь для меня. Будь сильным. Больше не расстраивайтесь, когда многие игнорируют вас или слепо доверяют тому, кто чист и добр. Если вы поставите мое слово на первое место, будете следовать моей воле и терпеливо ждать всех благословений, которые я вам даю, вы будете по-настоящему храбрыми и очень счастливыми. Я не хочу, чтобы ты проводил дни в одиночестве. Я приведу в вашу жизнь нужного человека в нужное время.
Я дам вам работу, которую вы хотите, открою двери и сниму ваш долг. Я делаю все это, пока вы отдыхаете в смирении и благодарности. Доверься моей любви и моей силе. Я вложу в тебя много прекрасных вещей. Вы будете приятно удивлены. Ищите меня каждый день и заявляйте о своей вере. Если ты примешь меня, я буду твоим постоянным проводником и освещаю путь своей мудростью и постоянной любовью. Не обременяйте себя бременем мира, потому что я здесь, чтобы разделить это бремя с вами. Если вы чувствуете себя потерянным или обескураженным, ищите меня в своем сердце, потому что именно там вы найдете силы продолжить это путешествие. Вы найдете людей, которые подарят вам настоящую дружбу и настоящую поддержку. Примите это с благодарностью, но всегда не забывайте распознавать истинные намерения, стоящие за словами и действиями тех, кто встречается на вашем пути. Не все такие, какими кажутся, и важно сохранять ясную голову, когда мы ориентируемся в бурных водах жизни. Доверьтесь процессу, который вы развиваете и трансформируете. Каждое испытание, каждое препятствие – это возможность укрепить вашу веру и стойкость. Не бойтесь грома, который появляется на горизонте, ведь после дождя они приносят с собой обещание радуги. Всегда помните о своем божественном наследии и высшей цели, которая направляет ваш путь. Вы – любимое дитя Вселенной, призванное сиять светом безусловной любви. Пусть этот свет исходит от вас и освещает мир вокруг вас надеждой и состраданием. Никогда не сомневайтесь в силе любви, способной преодолеть все трудности. Это сила, которая объединяет Вселенную и суть вашего существа. Если вы придерживаетесь своих самых высоких принципов и ценностей, будьте уверены, вы никогда не останетесь одиноки. Благодарные и смиренные, они смело продолжили путь. Ты счастлив, потому что я знаю, что я всегда с тобой и направляю тебя с любовью и защитой. Пусть у тебя будет мир и радость сегодня и навсегда, мой дорогой сын. Выразите свою любовь к Богу, написав: «Благословен каждый шаг, который я делаю для Бога». Сойдя сегодня, я освобожу тебя от бремени, которое ты несешь, и превращу его в радость, и приведу твой разум и ложь к миру, который окутывает силой. Моя кровь от тела к душе. Полностью исцелитесь, поднимитесь, возвысьте свои мечты и следуйте по пути успеха. Чувства, помещенные в ваше сердце, закрываются моим Святым Духом. Благословения касаются всех, кто верит в мое вечное слово. Не заблуждайтесь, поверьте мне всем своим сердцем, я ваш Небесный Отец, чья любовь глубока и истинна. Чудеса произойдут с теми, кто смиренно верит в меня. Примите свои ошибки, держитесь подальше от гнева и двигайтесь вперед, не оглядываясь назад. Обнимаю тебя и желаю исцеления и свободы от сковывающих тебя цепей. Разрушьте все проклятия и заклинания, которые заманили вас во Вселенную. Моя сила превыше всего, все остальное – иллюзия. Поверьте мне, небо и земля содрогаются от моего голоса. Тьма находится под атакой. Ни одно существо не сможет противостоять моей славе. Ты никогда не будешь один, мои руки обнимают тебя, и моя кровь защищает тебя. Больше никакой боли и страданий. Твои слезы остановятся.
Почувствуйте мир и радость, которые я предлагаю вам. Возьми и поверь. Он преклонил колени, чтобы поблагодарить за грядущие чудеса. Не бойтесь, мой свет прогонит тьму. Мой дух утешает, исцеляет и прощает тебя. Эти моменты меняют тебя. Вы видите за пределами видимого и сливаетесь с потоком знаний. Перестаньте причинять себе вред, потому что сегодня начало вашей трансформации. Вы освобождаетесь от потребности в победе, одобрении или неудовольствии. Я открою тебе дверь, определенно дерзайте. Проблемы не останавливают вас, а слухи не оглядываются назад. Будьте сильными и настойчивыми. Ваша вера непоколебима. Примите это благословение, потому что оно реально и навсегда будет звучать в вашем сердце. Вы находитесь в уникальном путешествии, где каждый ваш шаг подтверждает вашу силу и решимость победить. Здесь нет места препятствиям, только смелые шаги к своему истинному «Я». Прошлый опыт не будет определять ваше будущее, когда вы вступите в новую эру успеха и роста. Отпустите свои сомнения и неуверенность, потому что вы сильнее, чем думаете. Ваши мысли, слова и действия определяют ход вашей судьбы, и вы являетесь архитектором своего счастья. Доверьтесь этому путешествию и урокам, которые оно предлагает, потому что каждое испытание – это скрытая возможность, которая ждет своего открытия по мере вашего продвижения вперед. Позвольте божественному присутствию вокруг вас направлять ваши шаги и освещать путь вперед. Вас любят безоговорочно, и ваш опыт священ, формируя вашу душу и повышая ваше сознание. Не бойтесь неизвестного, ибо в нем заключено обещание нового смысла и удовлетворения. Пусть Он благословит ваше путешествие мужеством, мудростью и благодатью. Находите силы в трудные времена и радость в маленьких победах. Это ваше время проявить себя, раскрыть весь свой потенциал и принять жизнь, которая вас ждет. Продолжайте верить, потому что каждый шаг – это священный танец, праздник вашего существования и выражение того, кем вы являетесь на самом деле. Вы – дитя Вселенной, обладающие силами, превосходящими человеческое понимание. Примите свою внутреннюю божественность и позвольте ей вести вас по пути к величию, которое вас ждет. Почувствуйте присутствие Бога в каждой душе. Вы больше не боитесь возвращения бури, ты найдешь убежище в моих объятиях. Чудо быстро приближается. Вы находитесь в правильном месте, и ваш стиль достоин восхищения. Я очень счастлив, когда ты поклоняешься мне в своей комнате, когда ты кладешь свою душу к моим ногам, когда ты льешь слезы и разделяешь со мной все свои боли и нужды. Ваша вера и убеждения удивительны. Иногда кажется, что ты не можешь не разделить со мной это бремя. Я понимаю, что ты взял на себя бремя, но помни, что я здесь ради тебя. Он меня искренне спрашивает, и я всегда ему отвечаю. Вам нужна моя помощь, чтобы избавиться от беспокойства, растерянности и беспокойства, которые вас преследуют. Желаю, чтобы мои силы обрели покой и благополучие, хорошо выспались и просыпались счастливыми. Вот мой ответ. Держитесь веры, которая ведет вас, и обещаний, которые я вам даю. Я ваш защитник, ваш пастырь и ваш воспитатель. Пусть Всевышний благословит вас. Я твой друг,
и мы вместе отпразднуем, когда придет долгожданное благословение. Я обещаю ждать и делать великие дела. Наполните свой разум моими обещаниями исцеления и преобразования. Как вы реагируете на вызовы? Прежде всего, помни, что я никогда не оставлю тебя. Как бы трудно ни было принятие, вы всегда можете держать их за руку. Знай, что я люблю тебя и никогда не оставлю тебя, потому что я очень тебя люблю. Ты мой драгоценный ребенок, и ты важен для меня. Когда вы сталкиваетесь с невзгодами, враг попытается сбить вас с толку и обескуражить. Но в глубине души знайте, что вы не одиноки и не беспомощны. Он не бесполезен, мой дорогой сын. Никогда не забывайте истину, коренящуюся в моих обещаниях. Они действительно сильны и эффективны. Моя связь с тобой нерушима, и мои отношения вечны. Я всегда буду с тобой. Я тебя люблю, позвони мне, когда я проснусь. Если вы чувствуете усталость, когда ложитесь спать, и беспокойство, когда просыпаетесь, позвоните мне. Если ваши мысли наполнены мыслями о горе или утрате, позвоните мне и поплачьте, если вам нужно. Докажите свою смелость, доверившись мне с любовью, и ваши враги не будут стыдиться. Пойте, кричите громко. Твой голос – музыка для моих ушей. Позвони мне от заката до рассвета, кричи мое имя. Медленно повернись ко мне, произнеси мое имя и покажи мне свою любовь. Исцели свою душу, найди покой там, где смута, успокой врагов своих, прогони болезни и боль с головы до ног. Шакти творит чудеса в таком сердце, как твое, которое радуется и без колебаний призывает мое имя при любых обстоятельствах. Иисус, я люблю тебя. Чтобы избежать негативных мыслей, скажи вслух: Иисус, я верю в тебя. Отпустите страх и позвольте своей силе и мужеству вернуться. Идите и призовите имя мое с верой и доверием, ибо всякое колено преклонится, каждый язык исповедует, и каждое творение исповедует, что я Иисус, Царь царей и Господь господствующих. Мой дух наполняет тебя и всегда будет с тобой. Знай, что во имя моего святого вся сила, могущество, всемогущество и вселенная ждут моего возвращения. Небо и земля могут пройти, но мои слова будут длиться вечно. Мои обещания вечны, и у меня есть благословения, превосходящие ваши самые смелые мечты. Вы так много слышали о присутствии силы во имени Иисуса, и теперь ваша очередь заявить об этом, почувствовать ее и увидеть, как вокруг вас происходят необыкновенные и чудесные вещи. Я хочу, чтобы ваше свидетельство было правдивым, и чтобы моя благодать и милость распространялись на всех, кто приходит ко мне с вечной любовью и огромным уважением. Когда вы произносите мое имя, будьте уверены, поток мира и силы затопит вашу душу. Посреди испытаний, когда приближается тень сомнения, помните, что я всегда с вами, готовый направлять ваши шаги и укреплять ваше сердце. Ты бесконечно любим, окутан моей безусловной любовью, преодолевающей все трудности. В каждый момент неопределенности, в каждый момент боли знай, что я готов услышать твои молитвы и отереть твои слезы. Не бойтесь, ибо в моем имени есть сила преодолеть, надежда выстоять и любовь все изменить. Пусть мое имя звучит в вашем уме и сердце,
ибо оно способно изменить вашу жизнь и мир вокруг вас. Оставьте все свои испытания Создателю. Каждое утро, без страха, говорите со смелостью, мужеством, верой и доверием моему святому и могучему имени. Я заявляю: Иисус, Иисус, я доверяю Тебе, ищи меня постоянно, приди и смело покажи свою веру и благодарность. Этот общий момент – высший и величайший дар, который только можно пережить. Подойди к этому дню без страха, потому что я никогда не отвергну тебя. Ваши грехи были смыты и отпущены моей драгоценной кровью. Нет причин стесняться, когда ты предстаешь передо мной. Даже если ты далеко и забудешь меня, мне тебя жаль. Я послал тысячи ангелов, чтобы освободить вас из лап зла, устранить препятствия на вашем пути и вернуться ко мне. Завтра ты вернешься с хорошими новостями, поделишься со мной чудесами, которые ты начал видеть, а также изменениями и чудесами, которые произошли в твоей жизни. Ваша лояльность будет подтверждена, и я выслушаю с большим удовольствием. Вот почему я привел его сюда, чтобы восстановить его существование. Я не хочу, чтобы вы вернулись вместо ненависти, презрения, печали и депрессии. Я с тобой разговариваю. Верите ли вы в меня? Будете ли вы противостоять тем, кто пытается увести вас от вашей веры, тем, кто хочет, чтобы вы были совершенны, и тем, кто погрязает в грехе и нечестии? Никто в этом мире не сможет достичь совершенства раньше меня. Поэтому не позволяйте тем, кто закрывает дверь, поколебать вашу веру и ваш дух. Здесь тебя любят, и есть только один истинный путь и одна открытая дверь к вечной жизни, совершенной радости и вечному счастью. Со мной ты всегда найдешь любовь, принятие, настоящую любовь и чистоту. Вы можете уверенно входить днем и ночью. Если вы боретесь со слабостями, которые ведут к неудачам и грехам, или если вы чувствуете себя неудачником, добро пожаловать сюда. Как этого добиться независимо от вашей ситуации? Я всегда прислушиваюсь к вашему призыву к покаянию и готов дать себе еще один шанс. Если ты хочешь принять мое прощение и начать все сначала, отдай мне свое сердце. Тебе не нужно ничего объяснять, потому что я понимаю, что тебе нужна моя любовь. И вот я здесь, и я люблю тебя. Позволь мне обнять тебя в трудную минуту. Я слышу и понимаю ваши мысли. Твоя боль с того момента, как ты просыпаешься, я слышу, как одинока твоя подавленная душа. Но я здесь, и я никогда не оставлю тебя. Бывают дни, когда вы чувствуете себя сильным, но в этом сложном мире не вините себя и не чувствуйте себя побежденным, если ваша вера пошатнется. Я хочу, чтобы ты знал одно: ты доверяешь мне, ты видел много чудес и знаешь, что я всегда готов снова помочь тебе. Выслушай меня и пообещай мне, ты поверишь, даже когда тебе будет хорошо. Даже когда тебе плохо, ты все равно веришь, что моя любовь окружает тебя, что мои руки держат тебя и что мои слова укрепляют тебя. Приходи ко мне каждое утро и каждый вечер. Не останавливайтесь из-за того, что в вашей жизни что-то пошло не так. Если ты потерпишь неудачу, знай, что мои руки всегда открыты, чтобы простить тебя. Если вы чувствуете, что ваша вера ослабевает, будьте уверены, я всегда буду рядом, чтобы воодушевить вас.
Я знаю, что вы сталкиваетесь с внутренней и внешней борьбой, но не расстраивайтесь, ведь я с вами в этом путешествии. Когда ты почувствуешь себя потерянным, помни, что я твой свет и проводник, готовый вернуть тебя на правильный путь. Никогда не сомневайтесь в силе моей милости и благодати. Даже в минуты слабости и отчаяния я готов восстановить и укрепить тебя. Поверь мне, потому что я никогда тебя не подведу. Вместе мы преодолеем все трудности и обретем мир и счастье, которые вы ищете. Придите ко мне с новой уверенностью, зная, что я ваша безопасная гавань. Не позволяйте страху или неуверенности остановить вас, потому что я здесь, чтобы помочь. Я якорь твоей души и скала твоего спасения. У меня вы найдете утешение для своей души и надежду для своего измученного сердца. Приходите, пойдем вместе в свет вечности. Тип верующего. Моя вера в Бога поддерживает меня в трудные времена. Ситуация нестабильна, потому что ваши эмоции пытаются вас обмануть. Вы взрослеете духовно и учитесь ходить в истинной вере, основанной на моих обещаниях, не подверженной влиянию чувств или восприятий. Я сделаю это, если ты скажешь. Я сделаю это, если ты пообещаешь. В отличие от людей, я не вру. Моя любовь постоянна. Если я заявлю, что люблю тебя, если останется сила моей крови, ты не будешь признан виновным, но освободишься от своих прошлых грехов. Ваши ошибки позади, и теперь ваш путь указывает на лучшее будущее. Будут моменты, когда ты сильно почувствуешь мое присутствие, но помни, что твое чувство ко мне никогда не бывает постоянным. Верьте правде. Чудеса основаны на моих радостных обещаниях, а не только на ваших чувствах или том, что вы видите. Обратитесь к Библии, моему слову, ибо она содержит истину, и обещания, которые я дал вам и вашей семье, будут выполнены. Все возможно верующему в меня. Я тебя люблю, ваши молитвы были услышаны. Создание условий для большого успеха в вашей жизни. Вы будете плакать слезами радости, исцеляя свои раны и изменяя свое существование. Устраните тревогу, которая вас беспокоит. Ты скоро поправишься. То, что я думал, ушло навсегда. Я признал вашу смелость и вашу решимость полностью доверять мне. Читая эти слова, знайте, что я говорю непосредственно с вами. Слушайте внимательно и знайте, что моя любовь окружает вас и мой Святой Дух рядом с вами. Мы оба понимаем источник твоей боли, но эта боль не будет длиться вечно. Заканчивается сегодня. Я наполню твою душу миром и твое сердце радостью. Я отвечу на ваши молитвы, и ответ будет лучше, чем вы можете себе представить. Вы увидите, как обстоятельства, выступающие против вас, повернутся в вашу пользу. Я делаю это, потому что люблю тебя и вижу твое благочестие, искренность твоей веры и твою решимость искать меня и исполнять мою волю. Несмотря на трудности, с которыми вы столкнулись, возможно, вы еще не все поняли, но вы верны себе. Он никогда не перестает верить, что я занимаю особое место в его жизни и в его доме, а его семья учится искать меня с такой же верой и решимостью. Вы готовы преодолеть весь негатив, который когда-либо вас сдерживал. Хотя раньше ты боялся,
ты доверял моей бесконечной любви и милосердию. Он принял мое прощение и сдержал мои обещания. Поэтому я устраню все препятствия, всех твоих врагов и все болезни, и с этого дня буду обильно благословлять тебя. Я знаю ваше глубокое понимание мужества, роста веры, преодоления разочарований и сомнений. Они давали щедро и справедливо. Количество слов, которые вы говорите, для меня не имеет значения. Ваша вера – это то, что имеет значение. Мое присутствие наполнит ваш дом, и ваша семья увидит, насколько я силен. Они будут поражены чудесами, которые я сотворю для вас. Скажи им, что доверяешь мне. Я так сильно тебя люблю. Ты мой навсегда. Пожалуйста, послушайте меня. Вы несете тяжелую ношу, и сегодня я пришел снять ее с ваших плеч. Помоги мне не прятаться. Научитесь отдыхать в объятиях того, кто любит вас безоговорочно, никогда не подводит, сдерживает свои обещания и действительно может изменить вашу жизнь. У меня есть сила, любовь и сострадание, чтобы вынести, понять и увидеть все ваши уязвимые моменты без осуждения. Ваша душа глубоко ранена, и порой вы не доверяете никому и ничему. Я потерял веру в любовь, и я поверил, что ее не существует, что она не настоящая. Хотя многие люди проявляют к вам любовь и дружбу, иногда с лживыми намерениями, я хочу сказать кое-что важное. Сынок, я люблю тебя и хочу немедленно исцелить твой разум. Все хорошо, можешь сказать, что моя помощь тебе не нужна, но если ты сможешь увидеть свою душу духовными очами, и если ты сможешь увидеть свою душу и свое сердце, ты узнаешь ту боль, которую ты испытал. Даже если ваша семья пытается отговорить вас от этого, вы понимаете, что вы не виноваты в том, кем вы являетесь, или в том, как вы действуете или реагируете. Это неправда. Вы испытываете настолько сильную внутреннюю боль, что она стала невыносимой, и вы привыкли сталкиваться с болью каждый день. Слушай внимательно. Вы просыпаетесь без желания сражаться, настолько уставшие и расстроенные, что не видите ничего хорошего. Он не подозревает о многих чудесных благословениях, которые его окружают. Вы не негативны, у вас нет плохой личности, и вы не рождаетесь с гневом и обидой в своем сердце. Посмотрите в зеркало еще раз. Как видите, он красивый мужчина. Вы можете подумать, что ничего не видели, но посмотрите еще раз. Вспомните дни, когда вы смеялись, и ночи, когда вы плакали из-за потери своих близких. Вы помните смех, которым делились с друзьями, моменты радости, которые согревали сердце даже в самые темные ночи печали. Маленькие нити света и надежды в его жизни. Ты больше, чем твои раны, больше, чем боль, которую ты терпишь. У вас есть сила и стойкость, чтобы пережить самые мрачные моменты. Понятно, что иногда вы чувствуете депрессию и тонете в море неопределенности. Но помните, что даже во время самых сильных штормов есть безопасный якорь, на котором можно медитировать. Вы не одиноки в этом путешествии. Вас окружает безусловная любовь, сила, превосходящая любое испытание, с которым вы сталкиваетесь. Иногда вам может казаться, что ваши молитвы остаются без внимания, и вы не получаете ответов. Но знайте, что каждое слово, сказанное с верой, не напрасно.
Вселенная благоволит вам и сплетает нити судьбы, чтобы исполнить желание вашего сердца. Верьте в красоту вашего путешествия. Каждый сделанный шаг, каждое препятствие стоит на пути вашего роста и трансформации. Не бойтесь неизвестного, потому что у вас есть смелость противостоять любым вызовам. Поэтому даже когда вам кажется, что тьма окружает вас, помните о свете, который сияет внутри вас. Вы – божественная искра, проявление бесконечной любви, пронизывающей Вселенную. Будьте сильны в своей вере, потому что завтрашний день обещает новый день, полный возможностей и возможностей. Напишите «Бог – основа моего мира и силы». Откройте для себя свою способность испытывать радость и горе в любви. Вы понимаете значение любви, но предпочитаете закрыться от этого чувства. Знай, что я здесь, чтобы окружить тебя такой глубокой любовью, что ты никогда ее не забудешь. Эти слова не просто случайные фразы. Тебе нужна моя любовь, а кому-то другому нужно мое сострадание. Если ты отдашь мне все свое сердце, исцеление начнется сегодня. Поделитесь обещаниями, дорогая, услышьте, как вы каждый день держите свои слова. Оно укореняется в вашем духе и душе. Тебе будет грустно, когда кто-то увидит тебя разочарованным, но помни, что моя любовь к тебе вечна. Ты плачешь об отказе, но вот я долго стучу в дверь своего сердца. Приди в мои объятия, ты здесь. Здесь я подарю тебе любовь, которую ты заслуживаешь, и ты узнаешь свою истинную ценность. Тебе больше не нужно просить немного любви. И дружба полностью заполняет твою жизнь. Она жаждет любви, страдает от мучительного одиночества, и вдруг кто-то обещает ей любовь. Ты отдал свое сердце и душу, но ты отдал их с презрением и предательством. Но я здесь жду тебя. Я дал тебе нежную душу, ты создан по моему образу. Я поместил в тебя глубокую потребность в любви, и я надеюсь, что ты придешь ко мне, когда увидишь знаки, которые я тебе показал. Но я ошибался, я поверил словам тех, кто говорил, что ты никогда не согласишься. В тот момент, когда она начала чувствовать сияние любви, я ушел. Я боялась приближаться, и чем дальше, тем труднее было обрести настоящее счастье. Ты не понимаешь, что происходит, ты по-прежнему пуст, хотя тебя окружают люди, которые тебя любят и являются твоими друзьями. Ты так сильно верил, открыл свое сердце, напал и украл мои мечты. Они отняли у нее годы жизни, сломали ее радость и достоинство и пытались утопить ее в слезах. Они нарушили свое обещание любви и вместо этого подарили ему траурное ожерелье, залитое кровью ран, которые они нанесли его сердцу. Я так сильно люблю тебя, сынок, видя твою боль. Твоя боль – это моя боль, но я готов простить тебя и забыть все, что ты сделал. Извините, извините, больше ничего не говорите. Я хочу быть с тобой, быть рядом со мной, в безопасности, зная, что никто не причинит тебе вреда. Любовь снова постучится в дверь, и ты станешь другим, твое сердце окрепнет, и тебе не придется вымаливать любовь. Когда этот день наступит, ты поймешь, как много ты для меня значишь. Пока другие обещают мир, ты узнаешь, что ты сын Творца Всего Сущего. Вы познаете истинную и вечную любовь, потому что ваше сердце будет наполнено моей вечной заботой и любовью.
Когда вы поймете эту вечную, неизменную любовь, ваше сердце не только окрепнет, но и откроется для новых возможностей. В прошлом вас окутала тень разочарования и предательства. Вы видите все по-другому. Эта любовь не просто временное убежище, это полная трансформация вашей жизни. Благодаря этому новому осознанию вы больше не чувствуете себя одиноким или маргинализированным. Вместо этого вы чувствуете глубокую связь с окружающим миром и знаете, что заслуживаете любви и принадлежности. Вы научитесь снова доверять не только другим, но и себе, осознавать свои способности и ценность, которую вы добавляете в свои отношения. Эта новая глава вашей жизни характеризуется любовью, которая не ищет награды или похвалы, но любовью, которая не жалеет усилий. Любовь, которая никогда не прекращается и всегда дает больше, даже если взамен дает меньше, это любовь, которая учит своим примером и чья безусловная любовь действительно является величайшей свободой, которую может испытать каждый. Узнайте, как сбросить оковы прошлых ожиданий и освободиться от оков ложных обещаний. Оно не только приносит исцеление, но и становится путем для тех, кто все еще ходит во тьме депрессии и одиночества. Вы станете живым доказательством того, что настоящая любовь действительно восстает из пепла боли. Эта любовь не только залечивает старые раны, но и наполняет душу надеждой и радостью. Вы можете обрести новую цель в жизни и страсть к жизни, о существовании которой вы даже не подозревали. И в тот день, когда вы посмотрите в зеркало и узнаете себя как отражение любви, которая вас создала, вы поймете, что путешествие того стоило. Отныне каждый ваш шаг будет актом любви не только к себе, но и к миру, который ждет вас с распростертыми объятиями. Давайте помолимся теперь, моя дорогая. А всемогущий Боже, Отец бесконечной благодати и источник всякого утешения, мы смиренно и искренне молимся Тебе и просим Тебя спасти и изменить сердце всех тех, кто еще не нашел пути к Твоему божественному свету. Мы умоляем Вас с распростертыми объятиями помочь душам, которые ходят во тьме сомнений, отчаяния и безразличия. Боже, явивший Твою безусловную любовь через спасительную жертву Твоего Сына Иисуса Христа, мы молимся, чтобы эта самая любовь воссияла в ожесточенных сердцах и стала гаванью надежды и любви. Святой Дух, поддерживающий, вдыхает каждое существо, обновляет его мысль и приводит его к истинному миру. Мы молимся за тех, кто чувствует себя потерянным, чтобы Ваше Слово было светом на их пути и путеводителем по их стопам. Пусть вера растет там, где есть сомнения, прощение там, где есть боль, и милосердие там, где есть вражда. Прежде всего, мы просим, чтобы семьи и общины, разделенные раздорами и конфликтами, нашли в Вашей любви силы, чтобы примириться и объединиться в Вашей святой воле. Изменение взглядов возвещает новый день справедливости и братства среди людей, распространяя добро и милосердие по всей земле. Господь, мы все находимся в процессе трансформации. Поддержи их в их пути, защити их от всего зла и дай им стабильность, которая им нужна, чтобы они всегда были перед Тобой. Пусть каждый ваш шаг будет живым свидетельством Вашей преобразующей силы. Спасибо за Ваше бесконечное терпение и Вашу безграничную любовь. Поддерживайте форму, обучайте нас и используйте нас как инструмент своей воли, чтобы лучше служить себе и другим.
С полной верой и доверием мы вверяем свои молитвы в ваши руки, зная, что вы все сделаете для блага любящих вас, потому что Христос наш Господь. Господь, мы продолжаем молиться и возвышаем наше сердце в постоянной молитве о деле спасения и искупления, которое можешь совершить только Ты. О Боже добра и милосердия, мы молимся, чтобы Твоя искупительная любовь достигла сердец тех, кто находится во власти греха и отчуждения. Пусть свет Святого Евангелия озарит разум и рассеет тьму, заслоняющую путь истинного спасения. Пусть каждая душа, которой прикоснется Твоя рука, испытает истинное преображение и возродится Духом. По благодати Твоей, Господь, приведи всех, кто ищет лица Твоего, к глубокой вере и полному пониманию слова Твоего. Пусть свидетельство о Вашем возвращении станет пламенем, освещающим жизни других и распространяющим огонь Вашей любви среди всех народов. Позвольте Вашим детям смело и с энтузиазмом нести миру благую весть о спасении. Отец, мы молимся за миссионеров и евангелистов, которые посвятили свою жизнь вселению веры в сопротивляющиеся народы и сердца. Защитите их в их путешествии, поддержите их работу и вдохновите их своим Святым Духом. Благодаря Вашим словам и действиям многие обратятся к Вам и найдут путь к истинному миру и счастью. Также, Господи, мы просим Твоей милости к тем, кто угнетен и угнетен. Изменение взглядов должно привести к новому чувству социальной справедливости и во всех отношениях повысить достоинство и ценность человеческой жизни. Мы хотим, чтобы семьи были бастионами веры и любви, сообщества были гостеприимными и поддерживающими, а общество в целом более четко отражало Ваше царство любви, мира и справедливости. Пусть мы все, собравшиеся в молитве, станем свидетелями преобразующей силы Вашей любви. Пусть наша жизнь будет постоянным актом поклонения и благодарности, и пусть наши сердца всегда будут открыты для приема и празднования каждой новой жизни, которая возвращается к Вам. Господи, мы возносим Тебе все наши молитвы, чтобы заверить Тебя в бесконечной доброте и постоянной заботе. Заступничеством Девы Марии среди всех святых даруй нам благодать видеть плоды наших молитв. Принятие будущего – это больше, чем капитуляция, это не религиозный обмен мнениями, пропагандирующий мой контроль над вашей жизнью. Он сказал, что результаты в моих умелых руках. Эта важная задача избавит вас от многих стрессов и бремени, возникающих в связи с изменением обстоятельств. Если ты утомлен и тяжел, помни, что я утешаю тебя. Вспомни мою вечную любовь и носи за меня свое бремя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Подумайте об этом, возлюбленные, исследуйте глубины этой загадочной тайны, не поддающейся человеческому пониманию. Хотя у меня есть неограниченная сила, я решил жить в Твоем теле как ограниченный и падший человек. После многих лет брака я узнаю каждую часть Тебя, от глубины Твоих мыслей и чувств до возможностей, которые откроются завтра. Для меня наша связь превосходит любую человеческую дружбу, и мне приятно встречать тех, кто разделяет наше одиночество. Этот регион полон живого духовного присутствия. Теперь вы можете сделать больше, чем имеете. Вы действительно можете жить, двигаться и быть. Каждое ваше действие, каждое слово, которое вы говорите, и каждый ваш вздох происходит в моем любящем и наблюдающем присутствии.
Есть часть меня, которую ты не можешь увидеть, но она всегда здесь. Узнав меня больше, вы станете более цельным и живым, а наши отношения сделают каждую минуту вашей жизни более значимой. Столкнувшись с этим испытанием, вы можете найти утешение в вере, найденной в псалмах «Спаси мою душу, когда я в беде». Используй свою правую руку, чтобы спасти меня от гнева врагов моих. Не позволяйте своим проблемам ошеломить вас, сильный на вашей стороне. Каждая проблема в мире – ничто по сравнению со мной, и я покончу с ними своей правой рукой. Держи меня за руку, и я обязательно проведу тебя в самые темные часы. Когда вы будете преодолевать сложности этого разрушенного мира, знайте, что я не только перенесу трудности, но и дам вам силы стать сильнее через них. Всегда бывают моменты, когда усталость и головокружение пытаются отбросить свою постоянную тень. Эти чувства не являются отражением моего несчастья, скорее, трудно ориентироваться в мировом обществе, наполненном грехом. Когда вы переживаете трудные времена, помните, что у вас есть поддержка. Я знаю ваши проблемы, и люди во всем мире испытывают то же самое. Вы обретете обновленную силу, расширение возможностей и глубокий мир, когда вы свяжетесь со мной посреди страданий, потому что мое вечное присутствие в единстве нашей дружбы подарит вам моя любовь, радость, которую я желаю навсегда. Я понимаю, что ваши жизненные обстоятельства и состояние мира иногда могут подавить ваше счастье. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите, даже если счастье не в ваших силах. Надеюсь, ты поймешь глубину моей любви к тебе и огромное богатство, которое твое чудесное наследие приносит мне как моему супругу. Благословение – это больше, чем надежда, даже если вы цепляетесь за надежду перед лицом серьезности текущей ситуации, есть способ попросить об этом подарке и насладиться им. Надежда – это больше, чем цепляние за нее, мощная мотивация, которая помогает преодолевать препятствия и двигаться вперед. Являясь катализатором перемен, я помогаю вам решать проблемы отрасли, исцеляться вместе со мной и расширять свое внимание на жизненном пути. Чтобы начать это райское приключение, вы должны принять все, что я говорю, как истину в надежде достичь понимания, которое выйдет за пределы человеческого отчаяния. Если вы решите исполнить свое предназначение, ничто не сможет вас остановить. Я скала, которая никогда не отпустит. Не верьте этому. Хотя легко смотреть на светлую сторону, когда дела идут хорошо, я обещаю, что вы поверите в меня, какими бы ни были ваши трудности. Несмотря на вашу слабость, его любовь к вам непоколебима. Я знаю, насколько тяжела эта борьба и что иногда можно оступиться. Сила моей любви должна притянуть вас ко мне, как якорь. Вернитесь в место сильной веры и оптимизма среди жизненных потоков, где вера может стать зыбучим песком. Когда ваше путешествие в этом мире кажется неопределенным, помните, что я скала, прочное и устойчивое основание, на котором вы надежно покоитесь. Считайте меня прочным фундаментом для дальнейшего развития, скалой, которая поддержит вас. Я больше не мог стоять на месте, теперь мне придется нести бремя твоих проблем. Приди ко мне в трудную минуту и доверь мне свою силу. Я буду рядом с тобой, что бы ни случилось. Посмотрите на свои проблемы моими глазами, и вы найдете ключ к успешной жизни.
Когда люди хотят оставить свои проблемы позади и на время попросить меня о помощи, я понимаю. Однако я призываю вас преодолеть земные ограничения в Святом Духе и поверить в Святого Духа, живущего в каждом из моих учеников. Когда тяжесть проблем начинает угнетать ваш разум, Дух помогает вам расти. Прочь от моих инстинктивных желаний, верните мое внимание и попросите мой Дух вести меня. Изменения не всегда странны, но они контркультурны, поскольку злые силы пытаются дистанцироваться от меня. Пока мы ведем эту битву, ваша постоянная поддержка, обращение ко мне за советом и преодоление трудностей приносят мне огромную радость и удовлетворение. Многие люди, о которых ты заботишься, твой верный друг, мое дорогое дитя, имеют все основания радоваться, когда ты начинаешь свой путь к славе небесной. Взяв на себя твой грех, я украсил тебя своей добродетелью. Он передает мои самые искренние приветствия вам и всем, кто приходит увидеть во мне своего Спасителя. Несмотря на текущие проблемы в вашей жизни, ваше стремление ко мне остается постоянным. Никакая сила не сможет освободить тебя из моих мягких объятий. Вы всегда будете чувствовать себя комфортно. Никогда не позволяйте свету молитвы погаснуть, особенно когда вы переживаете трудные времена. Сейчас, как никогда ранее, связь, которую мы разделяем, важнее. Воспользуйтесь преимуществами высококачественного внутреннего источника питания. Я понимаю, что стресс и усталость могут повлиять на ваше мышление. Моя духовная практика – молиться, чтобы Святой Дух направлял ваши мысли и молитвы. Позвольте вашим словам свободно вытекать из ваших эмоций и текущих дел. Они не обязательно должны быть вычурными или вычурными. Регулярный контакт со мной поможет вам сохранить силы и эмоциональную готовность противостоять невзгодам. Найди утешение в близости со мной. Я ближе, чем ты можешь себе представить, и я окружаю тебя, как кислород, которым ты дышишь. Каждым твоим вздохом я хочу подтвердить, что твоя потребность в воздухе так же постоянна, как и моя потребность в тебе. Всегда помни, что ты рядом со мной. Я знаю, что твой разум блуждает, поэтому тебе необходимо внести правильные изменения, и если ты хочешь вернуться ко мне с радостью и доверием к моей непоколебимой любви. Иисус, вернись ко мне и ответь на мой зов. Говорите тихо, пойте или кричите громко. В вашей памяти глубокий смысл. Бог защитит вас. Отнеситесь серьезно к моему приглашению и наполните его словами любви, думая о том, кто я и что я сделал для вас. Ваше сердце наполнится благодарностью. Эти процедуры приближают вас ко мне и помогают расслабиться, когда мы вместе в присутствии моей музыки. Считается, что счастливое сердце лечит душу. Поскольку я покорил мир способностью двигаться, у вас есть все основания быть довольными. Пытаясь навредить ему, она истощает энергетические запасы планеты. Точно так же, когда вы думаете о великих событиях, ничто не отделит вас от моей любви, с которой вы встретитесь в своей жизни. Все, что я сделал, это наполнил тебя счастьем и излил его из тебя. Благодарите, пока ваше сердце не наполнится радостью. Это творит чудеса с вашим психическим, эмоциональным и физическим здоровьем. Найдите минутку, чтобы быть благодарным за то, что я – источник всего добра.
Позволь мне окружить тебя своей нежной жизнью, ибо я создал тебя сокровищем небесных благ. Поскольку эти священные питательные вещества циркулируют по всему телу, они улучшают ваше здоровье. Проявите особую радость. Чем больше времени ты проведешь со мной, тем свободнее ты будешь. Я пришел в твою жизнь, чтобы дать тебе крылья. По мере того, как вы приближаетесь ко мне, интенсивность моего вездесущности становится для вас более очевидной. Пребывание в реабилитационном центре облегчит процесс выздоровления. Мое присутствие залечивает раны твоих предков и останавливает вечное течение их крови. Мой святой свет своим успокаивающим прикосновением ускоряет процесс исцеления. Когда вы обретаете новую перспективу, вы освобождаетесь от оков старых и негативных моделей мышления. Открыв внешние карманы, вы получаете больше свободы. Я даю вам свободу, раскрывая свою личность и то, что я сделал. Я также здесь, чтобы помочь вам взглянуть правде в глаза о том, кто вы есть, и о людях в вашей жизни. Если вы застряли в токсичных отношениях, я могу помочь вам выздороветь или уйти от них. Если вами управляет зависимость, я могу дать вам возможность сделать первый шаг к свободе. Честно принимая правду во всех ситуациях, истина освободит вас. Дайте мне кого-нибудь, кто хвастается тем, насколько хорошо я знаю. В этом хаотичном и сложном мире каждый сектор общества, церковь, другие люди и даже вы собирает данные и запросы. Когда вы чувствуете себя подавленным и не можете найти слов, легко найти утешение в шуме. Даже если вы уже встречаетесь с другими людьми, понимание и любовь к тому, кем я являюсь, должно быть вашим приоритетом в знакомстве со мной. Ему нужно постоянно проводить со мной время и разговаривать в течение дня. Подобно тому, как красота природы открывает мою славу, Библия дает самое ясное и достоверное представление о моей природе. Если вы поставите меня вверху списка, ваши вопросы будут яснее. Ваши жизненные приоритеты находятся в гармонии. А, детка, у меня бесконечная точность, и моя любовь не знает границ. Я не могу переоценить значение моей доброты для вашего здоровья. Если во мне есть какое-то зло, то ты в большой опасности. Благодаря моей постоянной дружбе вы можете быть уверены, что я продолжу предоставлять качественные развлечения. С религиозной точки зрения вы должны признать, что являетесь частью очень разрушенного мира. Благодарность и награда – два основных способа укрепить себя, чтобы выжить в этом мире. Выражение благодарности и любви превратит ваши проблемы и трудности в величайший подарок. День благодарения объединяет вас, верно? Этот дар приближает вас ко мне, вашему Создателю и Спасителю. Поскольку я молюсь за свой народ, наши отношения будут расти пропорционально тому, сколько вы на меня изливаете. Моя любовь вечна, поэтому помните об этом, поклоняясь. Я понимаю, что это создаст проблемы для отрасли. Сатана и плоть будут постоянно обманывать, отвлекать и обескураживать вас. Отвлечение, обман и отчаяние – это три вещи, которые использует сатана, чтобы помешать вам найти меня. Не поддавайтесь уверенности, когда поймете, что заблудились. Вместо этого она радостно повернулась ко мне и тихо и взволнованно промурлыкала мое имя.
Отвлекшись, группы вторичного сектора решили забрать тебя у меня. Ваше сердце наполнится благодарностью, и воцарится мой мир. С толпы мира и благодарности мой призыв жить жизнью благодарности. Чем больше вы благодарны, тем легче обрести покой и наоборот. Чем более вы расслаблены, тем легче выразить благодарность. Ваше молчание позволяет вам думать честно и видеть безграничные преимущества, которые я вам предлагаю. За это спокойствие нетрудно быть благодарным. Я всегда сделаю для тебя все, что смогу, несмотря ни на что, благодаря твоей постоянной вере. Если вы страдаете от какого-либо внутреннего смятения, мое спокойствие действует как посредник вашего сердцебиения, разрешая все ваши страхи. Когда почувствуешь, что начинается стресс, используй это как знак и поговори со мной. Позвольте своим страхам говорить, и я исполню ваше желание с сердцем, полным благодарности. Поскольку ты мой, и мы неразлучны, я предлагаю тебе свой мир, чтобы охранять твое сердце и разум. Обратите внимание, что молчание находится за пределами человеческого понимания. Знай, любовь моя, я всегда буду заботиться о тебе, независимо от твоей ситуации или чувства одиночества. Предположим, я полностью понимаю ваш опыт в трудные времена. С имеющимися ресурсами легко принять все как должное. И если вы когда-либо переживали одиночество, вы всегда должны помнить эту истину. Несмотря ни на что, вы всегда будете в моем любящем присутствии. Когда истина наполнит ваш разум и душу, вы будете готовы поговорить со мной. Поскольку я разделяю вашу боль, я буду рядом с вами в трудную минуту. Связь, которую мы разделяем, становится сильнее. Чтобы по-настоящему оценить эти особенные моменты со мной, вы должны мне доверять. Когда вы говорите со мной без гнева и обиды, вы отказываетесь от своей мудрости и начинаете доверять мне. Это все равно, что наступить на большой камень с целью. Вы можете продолжать идти, даже если устали. Ваша конфиденциальность строго со мной. Найдите время, чтобы наслаждаться жизнью с теми, кто любит и поддерживает вас, несмотря ни на что. Подобно кораблю, стоящему на якоре в безопасной гавани, надежда является прочным и устойчивым якорем для вашей души. Надежда – это щит вашей души, когда жизнь бросает вам вызов. Они знают меня как живое желание, потому что мое славное воскресение после моей смерти на кресте прославило меня. На самом деле я более активен и полон жизни, чем я думал. Присоединяйтесь ко мне в моей вечной жизни, поскольку ваше желание запечатлено во мне. Однажды ты сможешь гордиться таким телом, как мое. Поверьте, что якорь, который вам нужен в жизненных бурях, защитит вас и сохранит спокойствие. Если ты будешь искать меня, ты найдешь меня. Обещаю, что никогда не оставлю тебя, и тебе никогда не придется столкнуться с этим в одиночку. Это обещание всем, кто верит в меня. Дорогой Отец, мы молимся за всех, кто живет в моменты кризиса веры. На смену сомнениям и сомнениям приходит уверенность в вашем дальнейшем присутствии. Пусть они найдут поддержку и утешение, необходимые им для продолжения своего духовного пути в вашем слове и в религиозном сообществе. Господин всех народов и наций, мы желаем единства и гармонии между различными культурами и религиями.
Взаимное уважение и совместные усилия ради общего блага преодолевают разногласия и конфликты. Обмен сердцами отражает ваше абсолютное желание способствовать диалогу и миру между всеми народами, чтобы все были едины. Мы молимся за тех, кто чувствует себя пренебрегаемым или забытым обществом. Пусть они почувствуют тепло вашей близости и любви. Пусть христианское сообщество будет гостеприимным и инклюзивным, а Иисус учил нас проявлять любовь конкретными действиями. Господь, мы также молимся о благополучии молодежи мира, которая сталкивается со многими проблемами и искушениями. Укрепите их сердце и разум, чтобы они нашли безопасное убежище в вас и Твоей Церкви, истину и вдохновение, чтобы жить полной и осмысленной жизнью. Пусть наша молитва, связанная со спасительной жертвой Христа, будет каналом вашего милосердия ко всему миру. Благодаря нашим усилиям и вашей заботе больше сердец можно изменить не человеческими словами, а преобразующим прикосновением вашей любви. Доверьтесь могущественному заступничеству Девы Марии. Под вашим покровительством мы все идем вперед по пути веры, надежды и любви. Вместе, как семья веры, однажды мы сможем отпраздновать вечное блаженство в Твоем небесном присутствии. Господи, спаси всех тех, кто посвятил свою жизнь заботе о больных, бедных и угнетенных. Пусть их дела будут укреплены Твоей милостью, а их самоотверженное служение – явным знаком Твоего присутствия среди нас. Я надеюсь, что дети всего мира вырастут в атмосфере любви, безопасности и уважения, и что они с юных лет знают, как сильно вы их любите. Пусть семьи, как основные ячейки общества, станут местом солидарности и молитвы, укрепленными верой и управляемыми вашими руками. А для нас, знающих и идущих по Твоему пути, возобнови наше рвение и преданность Евангелию. Пусть мы всегда будем сильнее в вере, полнее надежды среди проблем и наполнены любовью ко всем без различия. Пусть наша молитвенная жизнь всегда будет более насыщенной и плодотворной, и пусть каждый из нас будет истинным орудием Твоей божественной воли. Итак, объединившись в молитве и действии, мы помогаем построить ваше царство любви и мира здесь, на земле. С полной уверенностью мы вверяем наши молитвы в ваши руки, зная, что вы Бог, который слышит нас и отвечает нам согласно богатству вашей благодати и вечному замыслу вашего сердца. Аминь. Мы надеемся, что этот момент молитвы принес мир в ваше сердце. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Это нам очень помогает. Если вы еще не подписались на канал, нажмите кнопку «Подписаться» под видео, чтобы не пропустить наши будущие молитвы и послания веры. Если вы считаете, что это видео кому-то поможет, не забудьте поделиться им со своими друзьями и семьей. Давайте все вместе помолимся. И пока не сдавайтесь. У нас есть еще одно специальное видео для вас. Оставайтесь с нами немного и нажмите на видео, которое появится на экране, чтобы продолжить свой путь веры и надежды. Спасибо, что были с нами сегодня. Желаю вам счастливой и мирной недели. Больше никогда